Вы когда-нибудь слышали о животном, которое увлекалось бы ЗОЖ, здоровым образом жизни? Конечно, нет. Зверей не волнуют диеты, калории и наличие клетчатки в продуктах. Они просто едят много и с аппетитом. Сколько ест лев? А слон? Как часто обедают верблюды? Какое животное ест больше всех? Ответы на эти и некоторые другие вопросы в нашем сегодняшнем видео. Номер 10. Это самое крупное наземное млекопитающее. Взрослый африканский слон весит от 10 до 12 тонн, столько же, сколько легкий танк Т-80. Сходство слона с танком на этом не заканчивается. Кожа этих животных до 4 сантиметров толщиной невероятно прочная, это настоящая броня. Африканские слоны очень сильные, они способны поднимать грузы массой до 1000 килограммов. Бивни слона достигают 4 метров в длину. Автомобиль Renault Logan, к примеру, всего на 30 сантиметров длиннее. Весят такие бивни до 200 килограммов. Против такого оружия не устоит ни один хищник. Аппетит у африканского слона поистине богатырский. Каждый день этот гигант съедает 300-400 килограммов листьев, травы и фруктов. Огромный объем. Но 400 килограммов – это всего лишь 4% от массы тела самого слона. Поэтому он занимает в нашем топе самое последнее, 10-е место. Номер 9. Самое большое млекопитающее на планете не слон и не жираф. Это синий кит. Он весит до 150 тонн, а в длину достигает 33 метров. Это высота 11-этажного дома. Синий кит абсолютно безобиден. Он питается планктоном и крохотными рачками. Зубов у него нет, а вместо них из неба растут роговые пластины, похожие на частый гребень. Весит одна такая пластина до 90 килограммов, а в длину достигает метра. И таких огромных пластин в пасти у кита более 800. Зачем они нужны? Это своеобразное сито, через которое кит отфильтровывает воду, чтобы собрать планктон и криль. За один раз кит набирает в рот до 33 кубометров воды. Таким количеством жидкости можно наполнить комнату площадью 12 квадратных метров до самого потолка. Еды такому гиганту нужно очень много. В день синий кит съедает до 8 тонн пищи. Это около 40 миллионов рачков. Больше ни одно животное на планете не может столько съесть. И все равно в нашем рейтинге синий кит занимает лишь 9-е место, ведь его ежедневный рацион весит в 20 раз меньше, чем он сам. Номер 8. Всем известно, что верблюд – настоящий чемпион по голоданию. Он может обходиться без воды 3 недели, а без еды 3 месяца. Но знаете ли вы, сколько может съесть и выпить верблюд? За один раз это животное выпивает 100 литров воды, почти полную ванну. Аппетит у верблюда тоже отличный. За один присест он съедает до 40 килограммов пищи. Причем есть он может почти все, что растет – полынь, саксаул, колючки, сухую траву. Но это далеко не все суперспособности верблюда. Животное легко переносит и пустынную жару, и 40-градусные морозы. Именно верблюдов использовали для доставки грузов на якутские прииски, причем не летом, а зимой. За день верблюд способен пройти до 100 километров, неся на спине всадника. С 300-килограммовым грузом верблюд может прошагать под палящим солнцем до 40 километров. Но что насчет места в нашем списке? Верблюд весит около 700 килограммов, а значит, в день он съедает пищу весом примерно до 5,5% от собственного. Это 8-е место. Номер 7. Это самое крупное хищное млекопитающее на планете Земля.
Белый медведь весит до 1000 килограммов, а в высоту достигает 3 метров. Для сравнения, сибирский бурый медведь вырастает до 2 метров, а весит всего 500 килограммов. К тому же бурый медведь всеяден, он обожает ягоды, фрукты и мед, не брезгует насекомыми. А белый – убежденный мясоед, он питается только рыбой, тюленями и дельфинами. Белый медведь кажется медленным и неуклюжим, но на самом деле это опаснейший хищник. Свою добычу медведь видит за несколько километров, а запах нерпы чует на расстоянии 800 метров. Он бегает со скоростью 40 километров в час и невероятно быстро плавает, целых 6,5 километров в час. Для сравнения, обычный человек плавает со скоростью 1-2 км в час. Олимпийские чемпионы могут выдать 5-6 км в час, но только на короткие дистанции. Белый медведь не только быстрый, но и выносливый. Он может проплыть более 600 километров. Это расстояние от Москвы до Воронежа. В ледяной воде он находится часами и совершенно не мерзнет. Сохранять температуру тела хищнику помогают густая шерсть и 10-сантиметровый слой подкожного жира. Чтобы набрать такую массу, нужно очень много есть. Белому медведю требуется 12-15 тысяч калорий в день. За один раз этот хищник может съесть до 60 килограммов жирного мяса. Это 6% от массы самого хищника, а значит, мишка получает заслуженное 7-е место в рейтинге. Номер 6. Аппетит у царя зверей поистине царский. В день он может съесть до 30 килограммов мяса, а значит, газель Томпсона, к примеру, лев обгладает от рогов до копыт и ни с кем не поделится. Но эти хищники предпочитают более крупную добычу. Обычно львы охотятся на зебр, антилоп гну, кан, диких кабанов и даже буйволов. Для сравнения, взрослый самец буйвола весит около тонны, а лев всего лишь 250 килограммов. Но эти хищники охотятся группами, поэтому справляются с крупной добычей. Некоторые прайды нападают даже на бегемотов и слонов, причем вполне успешно. Но на такой риск львы идут только если нет другой добычи. В нашем списке лев занимает 6-е место. Этот хищник способен поглотить пищу весом 12% от собственной массы. Номер 5. Обычная домашняя свинья готова есть с утра до ночи, причем не только комбикорм и кашу. Свинья с удовольствием закусит мясом, рыбой, яйцами и даже падалью. Иногда домашние хрюшки даже охотятся, запросто могут съесть зазевавшуюся курицу или кролика. В сутки свинья съедает до 15 килограммов пищи, это почти 2 ведра. Всего за полгода животное набирает массу до 120 килограммов, а взрослый кабан может весить до полутонны. И все же в нашем рейтинге самых прожорливых животных свинья занимает лишь 5-е место. Ведь для 120-килограммовой хрюшки 15 килограммов пищи – это всего лишь 12,5% от массы тела. Номер 4. Мифов о гиенах великое множество. К примеру, многие считают этих животных гермафродитами. Это ошибка. На самом деле гиены двуполые и размножаются так же, как и большинство остальных млекопитающих. Некоторые думают, что гиены – родственники шакалов или собак. И еще одна ошибка. Гиены – это отдельное семейство млекопитающих, и анатомически они ближе к кошкам. А самый распространенный миф гласит, что гиены – падальщики, что они питаются только несвежими объедками. Ничего подобного. Гиены – одни из лучших охотников Африки. Они бегают со скоростью 60 км в час, причем сохраняют скорость на расстоянии до 5 километров. У гиен отличное зрение, слух и очень мощные челюсти, которые при укусе создают давление в 75 атмосфер. Укус гиены мощнее, чем укус тигра или льва. К тому же охотятся эти хищники стаями, так же как собаки или волки, поэтому могут справиться даже с буйволом или зеброй.
В 4 случаях из 5 гиены сами убивают добычу и обгладывают ее до последней косточки, ведь аппетит у этих хищников отменный. За один раз гиена может съесть до 15 килограммов мяса, это 25% от веса хищника, а значит, гиены занимают 4-е место нашей топ-10. Номер 3. В сказках и рекламе нам показывают, что ежики очень любят яблоки и грибы. Это неправда. Фрукты и ягоды они едят редко, предпочитая насекомых, грызунов и даже ядовитых змей. Токсины на ежиков почти не действуют, они легко переносят ядовитые укусы, которые убили бы любое другое животное и даже человека. Так что, если у вас на даче завелся ежик, не гоните его. Всего за 1 лето он очистит ваш участок от вредителей. И сделает это с большим удовольствием, ведь ежи очень прожорливы. Зверек весом 700 граммов может за 1 ночь съесть до 250 граммов насекомых. Это треть веса животного. Поэтому в нашем рейтинге ежики занимают почетное 3-е место. Номер 2. Многие считают кротов вредителями и уничтожают их, а зря. Этот зверек истребляет насекомых и грызунов, рыхлит и удобряет почву. За сутки крот может съесть до 60 граммов корма. Это при том, что сам зверек весит около 100 граммов. Невероятная прожорливость. Ест крот часто, 4-5 раз в сутки, а в промежутках отсыпается, набирая сил для нового пиршества. Если этот крохотный зверек останется голодным хотя бы на 15 часов, то умрет. Голодный крот вполне может напасть на крысу, ящерицу и даже другого крота. Да-да, эти крохотные 15-сантиметровые зверьки – каннибалы. В нашем топе прожорливых животных крот на 2-м месте. Номер 1. Ladies and gentlemen, абсолютный чемпион нашего топа, самое прожорливое животное в мире. Этот зверь ест постоянно, делая перерывы только на сон. За сутки он съедает в 2 раза больше собственного веса. И вы ни за что не угадаете, кто этот ужасный хищник. Это карликовая бурозубка. Весит это млекопитающее из семейства землеройковых около 3 граммов. Размеры тела без хвоста до 4 сантиметров. Обычная полевая мышь в 3 раза больше этой малютки. Питается бурозубка насекомыми, личинками и улитками. В день съедает до 5 граммов белковой высококалорийной пищи. Обмен веществ этой крохи невероятно интенсивный. Если бурозубка останется без еды на 4-5 часов, то умрет от голода. Спит она 80 раз в день, минут по 10, а все оставшееся время ищет насекомых и ест. Как показал наш сегодняшний рейтинг, размеры и сила не всегда гарантируют чемпионство. То, что принято называть прожорливостью, зависит от обмена веществ. Можно смело утверждать, что крохотная бурозубка ест больше, чем лев, слон или гигантский синий кит, и при этом совсем не толстеет.